Всем привет! Сегодня мы приехали на водоем ТСК. Будем ловить карпа и амура. Есть здесь и крупные особи остались, так что будем сегодня ловить. Точку ловли мы выбрали. Здесь есть пару ям, я знаю. Сейчас промаркируемся, поставим лагерь, установим рыбподы и начнем рыбачить. Все, будем торопиться. Вечер не за горами, так что надо начинать рыбалку. Первоначально поставили лагерь, установили палатку, все удобства. Сессия у нас двухсуточная, поэтому торопиться некуда. Все делаем тщательно, проверяем, чтобы промашки и промаха не было. Здесь бойлы собственного приготовления, 2 вкусовых компонента, 1 банан, 1 слива. Будем дополнительно добавлять на закорм. Откроем, пусть немножко просушатся, и будет вообще классный бойл. Будем ловить на новинки.
давайте. Маленькие. Делаем закорм. Готовимся. Это мои самокатки бойлы. Сейчас добавим еще других. Перец, кукурузку, коноплю. Прям настояться. И будем кормить. Накрушили, нарезали и цельные. Бойликов. Немного специй, немного сладкого добавим. Очень удобно застегнули. Все перемешали. Сейчас зерновых добавим. Красивенько. Конопли добавим теперь. Вот такая вкусная штучка у нас получилась. Пахнет классно. В общем, приготовили мы зерновую в составе конопля, мои собственные катанные бойлы, варенки, кукурузка и перец с пыликами. Все это мы зальем ЦСЛ, кукурузным экстрактом, и добавим еще немного ароматики. Ароматика у нас будет сливовая. Все это мы сейчас тщательно перемешаем.
И получим такой хороший закорм для рыбы. Настоится немножко. Вот такая вкусняшка у нас получилась. Вот. Это то, что у нас получилось, то, что, чем мы будем сейчас кормить рыбку. Ах, пахнет обалденно. Мы либо убьем ее, либо позовем, да? Сначала сюда, если закину на ту точку, маловато рома. Как жизнь придет. Здравствуйте. Ну да, тоже хорошо. Что, где рыба? А? Где рыба? Так, смотри, Дима, рыба может быть вот в район острова, смотри. Вот этот мой маяк, видишь? Да. Вот это остров. Вот начинается. Он идет, наверное, метров 40-50 туда и сюда тоже. Ну яма вон там, туда, на том берегу яма. Да, вот с той стороны ямочка. Вот я яму. Яму, если вот на острове получается. Я там, за островом, на яме, я почти на той стороне. За ветром. Ну по старинке пойдем, правда? Чуть.
И вот так завис, я же поэтому его так чуть не ушел. Луна, смотри, какая, видишь? Затмение началось. Видишь, да, она какая-то этот.
Вот такой вот красавчик нас постил ночью. Утром еще был один сход и один карась. Пока поклевок больше нету. Вот такая красивая рыбка. Сейчас мы ее отпустим. Ну вот мат 1,5 килограмма. Угу. Да. 5 килограмм. Давай ты далеко не пойдешь, а? А что? Хорошенький карась. И куда ты? А, карпик. Небольшой. Красивый. Упитанный. Красивый. Ток-ток. Поплыли. Вот. Чего хотели, да? Да.
красавчик. Где-то под трешечку. Горбатый. Хороший такой. Ночной красавец. Попался на силиконку. 4 силиконки поставили. Поймали вот такого малыша под трешечку. Может больше даже. Сразу хочет идти, да? Столько ждали, да? Паровоза. Вот он, паровоз. Ночью был, поймали рыбку. Пока поклевок нету, до 10 посидим. Если клёва уже не будет, то мы будем собираться. А так было очень классно. Поймать рыбу тоже не жарко сейчас.
нам не надо выгружать. Что, меньше? 5500. Окажется, да, он такой. Ну, я же сказал, он как тот будет. Просто этот он какой-то упитанный. Ближняя точка сработала. Круто. Далеко, блин, завезли. Ну, Сейчас вытащишь. Выматывать сейчас. Ох, блин. Оборвал. Барьер. Ага, вот этот. Карась? Та-дам! Слетел с крючка. Как только зашел, да? Да. Тихо, тихо. Круто. Сильный, да? Да. Скоро собираться, у нас все клюют и клюют вот такие вот сильные красавцы амуры. Обалдеть. Классный. Вот видно,
как он прям кушает. Как у него аж выходит вон бойлы. Прям хорошо кормится бойлами нашими. Вот, прям видно. Вот. Все это бойлы. Это столько съесть бойлов. Прям аж давит. Все, малыш, давай. Ну, конечно, ты не малыш, но все же. Пока. Под конец, последний день перед уездом, ловим рыбу. Конечно, все не так хорошо давалось изначально. У меня еще плечо побаливает, чтобы позакидывать. Но все же рыбу ловим. Пытаемся поймать. Нам это удается. Бойлы, кукуруза, конопля. Бойлы, варенка, самокатки свои. Хорошо все работает. На примере видно было прям как из рыбы идет прям аж на переработанный весь состав уже. Рыбка кормится, ей нравится, так бы она не клювала. Все супер. Что могу сказать по рыбалке? Мы заканчиваем свою карповую сессию. Она длилась 2 суток. Рыбалка была очень трудовой. Во-первых, изначально у меня еще не отошло плечо от соревнований. Растяжка, растяжение пошло, рука начала болеть. Дальние дистанции брать не смог. Брал, конечно, 130 метров дальняя дистанция у нас была под тем берегом. Но проблема была не в этом заключалась. Заключалась в том, что со сподом у меня были немного проблемы. Сподовая плетня делала бороду. В общем, я перестал закармливать сподом. Взял ведро, поплыл, заплыл, закормил. Одним разом сразу 2 точки. Ловили мы ночью. Первую ночь мы поймали амура в 12 часов ночи на 5 килограмм. В следующий день мы половили немножко карасиков, тузики, несколько сходов. Вторую ночь также ближе к 12 ночи мы поймали карпа, где-то 3,5 килограмма. И на этом все. И вот на следующий день, сегодня, на данный момент, соседи, хорошие ребята, одолжили нам кораблик, мы сделали завоз, получили 4 поклевки, из них 2 реализованных, 1 обрыв. Это был, фактически не обрыв, можно сказать, то, что запутался за карповый мешок, леска обмоталась, и он резкий рывок, и получился обрыв рыбы. Тоже был амур, поймали мы, получается, 2 амура по 5 килограмм, обрыв. Возле берега мы тоже видели эту рыбу. Это тоже было где-то около 5 килограмм. И небольшой карась. На этом мы заканчиваем свою карповую сессию на водоеме ДСК. Рыбалка была очень-очень интересной. Особенно на данный момент, когда до сих пор, вот мы сейчас буквально минут 20 назад поймали хорошего амура. Это очень интересно. Можно было бы, конечно, сидеть дальше, но у каждого свои дела. Так что рыбалку мы закрываем. Всем удачи, ни чешуи, ни хвоста. Увидимся с вами на рыбалке.